14-ю годовщину трагедии в Урумчи, произошедшей 5 июля 2009 года, по всему миру прошли различные памятные мероприятия. Демонстрации, фотовыставки и пресс-конференции состоялись также в Турции и США, где проживают уйгуры. Члены Международного союза неправительственных организаций Восточного Туркестана протестовали против трагедии в городе Урумчи перед Генеральным консульством Китая в Сарайеве. На фотовыставке Уйгурской Федерации Америки в Вашингтоне были представлены фотографии уйгуров, заключенных в концентрационные лагеря Китая, и разоблачен геноцид со стороны Китая. Также прошла акция протеста перед Белым домом. 5 июля 2023 года родственники и адвокаты жертв, проживающих в Турции, чьи семьи содержатся в китайских концлагерях, пришли в посольство Китая, чтобы потребовать выполнения решения, принятого по их заявлениям в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. Родственники и адвокаты жертв концлагерей выступили с заявлением для прессы в сопровождении граждан, пришедших поддержать их. Адвокат Гюльден Сонмес представила резолюцию ООН по Восточному Туркестану и выдвинула свои требования к Китаю. Родственники жертв концлагерей рассказали о бедственном положении своих разбитых семей. Петиция с требованием выполнения и прилагаемого к нему решения были переданы в посольство Китая в Анкаре для предоставления председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, но посольство отказалось принять на себя должностных лиц. Китай обвинил США в том, что они превратили остров в пороховую бочку из-за сделки, которая предусматривает продажу Тайваню военной техники на сумму около 440 миллионов долларов. Официальный представитель Министерства обороны Китая Тан Кифей заявил, что США игнорируют основные проблемы Китая, вмешиваются во внутренние дела страны и намеренно нагнетают напряженность в Тайваньском проливе. 30 июня администрация США объявила, что предоставит около 440 миллионов долларов в виде боеприпасов и материально-технической поддержки Тайваню, который находится в споре о суверенитете с Китаем. Китайское правительство принимает у себя 2 военных корабля Тихоокеанского флота России. Ожидается, что российские военные корабли, стоящие на якоре в Шанхае, проведут совместные учения с Китаем. Линкоры «Громкий» и «Совершенный» пришвартовались в порту финансового центра Шанхая 5 июня, сообщило китайское государственное телевидение. Последним признаком того, что французский язык и его влияние в бывшей североафриканской колонии Алжир находятся в упадке, является то, что власти, как сообщается, готовятся заменить французский язык английским в алжирских университетах, начиная с нового учебного года в сентябре. Как сообщает Ашар Каляфсат, 1 июля генеральный секретарь Министерства высшего образования направил письмо директорам университетов с просьбой провести встречу для формирования педагогических групп перед летними каникулами в рамках подготовки к принятию английского языка в качестве языка обучения в новом семестре. Полиция Гонконга арестовала 4 человека по обвинению в поддержке активистов, нашедших убежище в различных странах за рубежом, в отношении которых были выданы ордера на арест.